В Абхазии продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. В столице прививку можно сделать в поликлиниках и больницах. С августа в первой городской поликлинике спутником Лайт привились 700 с лишним человек. Ранее спутником Ви около 1500 человек. Что-то вот последнее время немножко снизился процент людей, которые идут на прививку. Я не знаю пока, с чем это связано. Может, потому что был курортный сезон, некогда было, люди работали, это тоже понять их можно. А вы знаете, вот есть такое мнение, что часть врачей, она тоже против вакцинации. И есть такая история, что человек пришел записываться, ему сказали, да, вот что записываться, все равно бесполезно. Я думаю, что у нас в поликлинике такое не говорили, потому что люди приходят, мы никогда не говорим, что зачем вы пришли. Во-первых, когда больной приходит, он записывается, я просто вот покажу, есть вот такой вот добровольное информационное соглашение. И мы спрашиваем у больного, какими соматическими заболеваниями он болеет. Если больной пришел, у него какая-то острая патология, ну возьмем так, например, ОРЗ, там, грипп, конечно, он пришел, это исключается, мы не делаем. Конечно, мы его отправляем домой и просто перезаписываем на другое время. Уже ни у кого не возникает сомнений в том, что коронавирусная инфекция очень опасна и может коснуться каждого. Болезнь стремительно молодеет, однако тех, кто скептически относится к вакцинации, еще предостаточно. Такое отношение объясняется множеством факторов. Низкое социальное доверие, беспокойство по поводу последствий вакцинации, антипрививочные настроения и даже вера в конспирологические теории. Я сама долго не могла решиться на прививку. Почти год я сомневалась, читала разные статьи, слушала мнения людей. И вот сегодня съемка в поликлинике. Я решила, что это удачное стечение обстоятельств, и все-таки пора решиться. Меня уже проконсультировал врач-терапевт, и сейчас я пойду на прививку. Перед процедурой шприц с препаратом достают из холодильной камеры и выдерживают при комнатной температуре. Пациенту измеряют сатурацию и температуру. Прививка ставится внутримышечно в предплечье. Укол не болезненный, чувствую себя хорошо. Мне сказали еще побыть здесь полчаса, и можно домой. Получасовое ожидание необходимо, чтобы отследить состояние человека после прививки. О самой вакцине уже сказано немало. Спутник Лайт – облегченный вариант известной спутник Ви. Как заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гейнсбург, спутник Лайт действует от 4 до 5 месяцев. Стоит отметить, что вакцина легче переносится и хорошо подходит для ревакцинации. Люди почему-то не с охотой приходят. Друг другу передают какие-то сказки, какие-то выдуманные осложнения. Я сама сделала, никаких абсолютно, тоже уже я пожилой человек, никаких проблем у меня не было. Поэтому призываю людей не слушать, кто что говорит, сказки не слушать, небылицы не слушать, застраховать себя, защитить себя. Медики в один голос говорят, что вакцинация защищает от COVID-19 или, как минимум, предупреждает тяжелые формы заболевания. Даже если привитый человек заболеет, вероятность осложнений практически равна нулю. Тем временем вирус продолжает распространяться и ежедневно уносит жизни. В Сухумской инфекционной больнице в данное время на лечении находятся 44 пациента, из них 7 в реанимации. В стационаре практически все лежат пациенты, которые не вакцинированы. И среди них есть единичные вакцинированные. У них состояние более или менее стабильное. Они получают терапию стандартную, которую мы назначаем. Те, которые не вакцинированные, больные лежат в стационаре, они более тяжело, у них проходит болезнь. Значит, они в основном все кислородозависимые. Половина пациентов получили биологические препараты. Это видеоактемры, артлеги, элсиры. Были ли случаи, что в реанимацию попадали с прививкой? Нет, у нас таких пациентов, привитых, которые лежат в реанимации, нету. У нас все практически привитые больные проходят амбулаторно. Мы можем госпитализировать привитого больного только если есть какие-то сопутствующие заболевания. Это тот же сахарный диабет, тот же ожирение, те же хронические сосудисто-сердечные заболевания. В нашем обществе бытует ошибочное мнение, что после вакцинации люди заболевают. Врачи говорят, что период выработки антител составляет от 1 до 4 недель. И даже после формирования иммунитета также необходимо соблюдать меры предосторожности и использовать средства индивидуальной защиты. Люди делают прививку
и через 5 дней могут заболеть, конечно, потому что антитела еще не выработались, а у них был контакт, и, конечно, они заболеют. Для того, чтобы выработались антитела, нужен определенный период времени, чтобы не заболеть и быть уже защищенным. А вот есть еще категория врачей, которая сама скептически относится к прививкам. Это без комментариев, как говорится. Ничего не могу сказать. Значит, если хочешь жить, надо сделать прививку. Мы все сделали. Не бойтесь делать вакцины. Очень эффективная вакцина. Делайте ее. Очень легко переносят люди. Молодежь чуть-чуть переносит тяжелее. В каком случае? У некоторых температура поднимается. В основном, что бывает, да? Там какая-то мышечная боль, но она однодневная. Но она потом будет все хорошо. Очень часто болеет молодежь. У нас лежит молодежь, даже в реанимации поступают молодые, 30-35 лет. Тоже не вакцинированные, так что нужно всем вакцинироваться. Вакцина – единственный способ избежать заражения или осложненного течения заболевания. Каждому из нас стоит задуматься о последствиях нашего беспечного отношения к болезни и вакцинации. Ведь именно от нас самих зависит здоровье наших близких. Эсма Гуланзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.